Добрый день! Мы приветствуем вас на Минбаре истории. Это первый выпуск большого цикла передач, посвященных истории развития ислама в России. Конечно же, тема ислама в России обширная, но она будет включать в себя историю мусульманских общин, историю культовых сооружений, биографии меценатов и, конечно же, биографии и труды наших богословов. Несмотря на то, что передачу мы начали у памятника Марджани, близ первой соборной мечети Казани, хронология событий вынуждает нас переместиться в Заказанье. Ведь именно здесь началась увлекательная история возрождения ислама и мусульманского богословия после взятия Казани. Первая остановка в нашем путешествии – село Нижнее Березке Отнинского района. Нижние Березки является одним из трех знаменитых сел Отнинского района, которые отпечатаны большими буквами на страницах истории. Эти села известны благодаря своим купцам. Даже сегодня в народе можно услышать разговоры о Этне бойлары, Менгер бойлары, Березка бойлары. Бой дословно означает «богатый человек», «купец». И именно одним из таких купцов первой гильдии в 1769 году было завершено возведение соборной мечети в селе Нижние Березки. И именно эта мечеть является первой каменной мечетью, построенной после взятия Казани. Первая каменная мечеть, построенная после взятия Казани, это не почетное звание или особый статус. Это исторический факт и начало отсчета строительства полноценных мечетей. На сегодняшний день историческая мечеть в селе Нижние Березке находится на финишной прямой масштабных реставрационных работ. Азат Мансурович, с какого года ведутся реставрационные работы и какая часть уже завершена? Реставрационные работы нашей мечети ведутся с осени 2018 года. Вот на сегодняшний день, как видите, у нас в основном строительная часть, конструктивная часть уже работы закончены. В основном ведутся отделочные работы внутренние и осталось у нас благоустройство территории. Если смотреть изнутри, какая часть, так скажем, оригинальная и какая часть достроена, отреставрирована? Вот на примере. У нас до верхней части окон арочные, мы арки окон полностью до этой части разобраны и полностью по периметру мечети полностью разобрано. И с этой части, и включая своды, были возведены заново вот эта кирпичная кладка полностью. Такие масштабные изменения облика мечети связаны с тем, что в 1930 году здание районного комитета Коммунистической партии решили строить из кирпичей мечети села Нижние Березке. К тому моменту мечеть уже лишилась минарета, но само здание продолжало служить прихожанам. Таким образом, были снесены купол мечети и половина второго этажа. Реставрация данной мечети – событие само по себе значимое, знаковые. Но для нас, для людей с камерами, это уникальная возможность показать вам строительные технологии XVIII века. И в первую очередь я хотел бы обратить особое внимание на вот эти стены, более чем метровой толщины. И этот массив, эта ширина заложена неспроста. Несмотря на диковинные по современным меркам, но вполне себе естественные для того времени технологии, стены мечети сохранились как есть на протяжении веков. Дело в том, что вот эти кирпичи были произведены в годы строительства мечети на мануфактуре Ибрагима Бурнаева, и сделаны они из местной глины. Во время реставрации эти стены не разбирались, не перебирались, в них сделаны исключительно локальные инъекции бетона для укрепления внутренней структуры. Конечно же, народ не хотел терять такое уникальное старинное здание мечети. По преданию, глава села Нижняя Березка начинает за свой счет возить кирпичи для здания райкома из Казани и таким образом спасает мечеть от полного уничтожения. Мечеть отстраивают заново, но без купола. К тому времени мастеров, способных восстановить купол, уже не было. В таком виде здание мечети долгие годы служит домом культуры.
Но даже по прошествии 70 лет жители села не поменяли своего отношения к старинной мечети и были первыми, кто пришел на помощь в реставрационных работах. И, конечно, при работе, например, демонтаже, при начале работы мы очень привлекли наших, например, односельчан на субботники, по очистке там, мусора и так далее. И сейчас при работе по благоустройству территории мы тоже своих односельчан привлекаем на земельные работы в основном по выполнению. И хочется сказать большое спасибо всем односельчанам, которые оказывали посильную помощь и по благотворительной деятельности. Когда мы акцентируемся на том, что эта мечеть была возведена раньше, чем мечеть Марджани, мы ни в коем случае не сравниваем их по значимости или не имеем в виду какую-то соревновательность. Хотя у купцов, особенно у татарских купцов, какая-то бравада, естественно, присутствовала. Кто быстрее, кто основательнее построит мечеть в своем приходе. Но имеется один интересный исторический факт. В 1774 году Бурнаев подарил только что возведенной первой соборной мечети, а ныне мечети Марджани, древний рукописный Коран. И сам Шигабуддин Марджани, который бережно хранил эту реликвию, всегда отзывался об Ибрагиме Бурнаеве как о человеке талантливом, богатом и способствовавшем возведению еще других многих мечетей и медресе. И если вам кажется, что фамилия Бурнаев уж очень знакомая, это неспроста, потому что мечеть, которая была построена в Казани в 1872 году, тоже возведена потомком Ибрагима Бурнаева, и сегодня она называется Бурнаевская мечеть. Примечательно, что дедушка Шигабуддина Марджани, Субхан, сын Абдул-Карима, состоял имам-хатыбом и мударисом мечети села Нижнее Береске. А отец Шигабуддина Марджани, Багауддин, учился в медресе при мечети. И это только начало длинного клубка событий, личностей, которые связывают между собой каменные мечети Казани и Заказания. Почему именно каменных мечетей? Да потому что возрождающееся татарское предпринимательство, набирающее силу татарское предпринимательство, оно в большинстве своем были глубоко верующими людьми. И в строительстве больших мусульманских мечетей по своим объемам и масштабам, не уступающим православным храмам, они видели именно сохранение и возрождение ислама на российской земле. И вот здесь устремление Екатерины II, просвещенной императрицы, которая мечтала и желала утвердить веротерпимость в своем государстве, совпало с устремлениями татарского предпринимательства. Продолжаем наше путешествие и направляемся в соседний Арский район, в село Ташкичу. Здесь нас встречает еще одна отреставрированная каменная мечеть. Данная мечеть связана уже непосредственно с самим Шигабуддином Марджани и его отцом Багауддином. И точно так же, как и остальные каменные мечети, она построена на средства заказанских купцов и промышленников. Наша данная мечеть построена в 1817 году. Вот нашей мечети уже 200 лет. Недавно провели реставрацию. До 1986 года здесь была размещена школа. А в 1986 году построили новую школу, и мечеть стала выполнять свою роль. С тех пор мечеть функционирует как у нас сельская мечеть, и данная мечеть у нас является очень исторической и объектом культурного наследия. Интересно, что чего-то особенного в истории села нет. Оно известно с 1678 года как починок по речке Ташкичу. Жители относились к категории государственных крестьян. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство. Были распространены плотничный, рогожный, башмачный и кузнечный промыслы, торговля, извоз. Тем не менее, каменная мечеть построена и сохранена до наших дней именно здесь. В 2009 году был капитальный ремонт,
Министерством культуры. И в этом году построили мечеть, как было раньше. Ну, это минарет, как было раньше. В селе другой мечети не было. Вот, до 90-х годов вообще мечети не функционировали в селах. Да, это была у нас единственная мечеть, и с тех пор так и остается одной мечетью, единственной мечетью. Следует отметить, что мечеть села Ташкичу была построена на средства купца из деревни Нижняя Ура Сулеймана бин Назира. Промышленники Нижней Уры сыграли огромную роль не только в строительстве мечетей, но и в становлении известнейших богословов. К этой теме мы вернемся чуть позже, а пока ознакомимся с планировкой мечети. Если в Березках процесс реставрации еще только в самом разгаре, здесь, в Ташкичу, мы можем видеть все великолепие данной планировки мечетей. И здесь мы видим уже интерьер во всей красе. Мы здесь поднимаемся на второй этаж, буквально поднимаемся. Хозяйственные помещения остались внизу, медресе, залы для омовений находятся там. В Березках мы сразу попадаем на второй этаж, это обусловлено рельефом местности. Здесь же нас встречает вестибюль, точно так же, как и там. Далее находится более компактный первый молельный зал, назовем его так. Планировка этих мечетей, этого типа мечети, так и называется двухзальная мечеть. Обратите внимание на массивную стенку. Она также присутствует и в Березках. Внутри этой стенки находится узкая лестница на чердак и далее выход на минарет. За стенкой располагается основной второй молельный зал. Несколько слов о купцах из Нижней Уры, которые построили эту величественную мечеть. В конце 18-го, первой половине 19 века в Нижней Уре располагались ткацкие фабрики купцов Хазисаитовых, производившие крашеный и некрашенный кумач. Всего в Нижней Уре и некоторых окрестных деревнях эта семья содержала 8 кумачных мануфактур. Также Хазисаитовы создали 2 предприятия по изготовлению пищей и оберточной бумаги. В XIX веке в селе жили и работали более 40 гильдейских купцов. Они делали многотысячные пожертвования на строительство каменных мечетей, формируя тем самым особый облик татарских сел, который даже сегодня притягивает к себе неравнодушных людей. Очень много интересующихся историей нашей мечети. Часто к нам приезжают гости из Казани, и ученые приезжают, и научные сотрудники приезжают. Вот. Часто приезжают имамы нашего района и республики, потому что мечеть носит имя Шигабуддина Марджани. Отец Шигабуддина Марджани здесь с 1821 года по 1856 год работал имамом. Вот. И сам Марджани здесь учился. Когда ему было 16 лет, он начал даже проводить занятия с шакиртами. Он очень талантливым был мальчиком, очень грамотным. И он даже проводил занятия, обучал своих сверстников. Первые шаги исламской науки Шигабуддин Марджани постигал в деревне Ташкичу в медресе своего отца. Здесь он изучал арабские языки, персидские языки, но в 17 лет он уже не мог смириться с тем, что обучение по арабским языкам и персидским языкам обучаться по книжкам. И поэтому он сам написал свои первые труды. А уже настоящая педагогическая и научная деятельность Шигабуддина Марджани началась в городе Казани, когда он возвращался из Средней Азии. Примечательно, что здесь же, в Ташкичу, находится музей Шигабуддина Марджани, который мы никак не могли обойти стороной. Кроме выдающейся просветительской работы, помимо тех реформ, родоначальником которых был Марджани, помимо его научной деятельности, особый интерес и усиленное внимание вызывает Марджани как личность, его не только философия, но и жизненная позиция. Как известно, Марджани
неоднократно высказывался в пользу ученых. Он всегда говорил, что ученые люди должны жить обязательно в достатке. Причем он сам своим личным примером всегда показывал, что ученый человек, он должен быть на голову выше всех остальных. Он всегда одевался опрятно, чисто, он всегда одевался богато. Его зеленый чапан и белая чалма вызывали особый интерес на заседаниях археологического, этнографического, исторического общества в Казанском университете. И я думаю, многие обратят внимание, что на любых фотографиях Шигабуддин Марджани обязательно изображается в чапане вот с таким вот меховым воротником. Это, ну так скажем, классический образ Марджани, который, опять же, свидетельствует о некоем вкусе, об изысканности этого человека. Кстати, хазисиитовы из Нижней Уры были щедрыми меценатами, в широком смысле этого слова. Они внесли огромную лепту в формирование Шигабуддина Марджани как гениального татарского мыслителя и прогрессивного реформатора. Известно, например, что когда хазисиитовы отправлялись с торговыми караванами в Бухару, то отец Шигабуддина Марджани передавал через них письма, подарки и какие-то денежные средства для сына. Поэтому можно с полной уверенностью сказать, что да, семья промышленников хузисиитовых оказала серьезное воздействие на жизнь этой семьи Марджани. Кроме того, ведь эти купцы, они были не просто торговцы или производственники. Они в большинстве своем были очень грамотными в религиозном плане людьми. Они активно коллекционировали различные рукописи. Они могли вполне умело вступать в богословские споры со священнослужителями. Кстати, в их деревне служили самые известные на тот период мусульманские священнослужители. Они тоже приглашенные? Нет, они местные. Местные. Они также происходили родом из этой деревни. Но ведь Марджани еще также помогали и предприниматели из деревни Большой Менгер, купеческий род Адамовых. Они также финансировали его учебу, они соучаствовали в формировании Марджани как личности. Наверное, вот это вот сотрудничество с предпринимателями, с людьми нового времени и во многом способствовало и каким-то вот росткам нового мышления, реформизма, который уже в Бухаре овладел умом молодого Марджани. Для того, чтобы добраться до очередной точки нашего путешествия, нам нужно проделать еще порядка 100 километров пути. Но даже здесь, в нынешней республике Мариэл, нас встречает каменная соборная мечеть, построенная на средства купцов хазисиитовых. Уже совсем под вечер, под закат солнца мы добрались до села Мазарбаш. Это татарское название села. На картах его можно отыскать под названием Алашайка. История этого села и его соборной мечети, тоже, между прочим, древней исторической мечети, связана и с хазисаитовыми. История связана и с Шигабуддином Марджани, но при этом Алашайка и ее мечеть, приходы Алашайки имеют абсолютно уникальную историю. Это связано и с внутренним распределением власти, то есть здесь были очень интересные, влиятельные ветви власти, которых в других селах нигде больше не наблюдается. И здесь было абсолютно своеобразное отношение к женщинам. И я думаю, это очень хороший штрих к нашей сегодняшней передаче, поскольку мы все-таки говорим и про историю приходов. Хазисиитовы имели тесные деловые родственные связи с представителями богатой династии Маметовых из Алашайки. Точно так же, как и в Нижней Уре, в Алашайке находился центр татарского капитализма. В XIX веке в селе и его окрестностях были развернуты производства кумача, пищебумаги и поташа. Строительство Алашайской соборной мечети началось в 1821 году. Любое строительство начинается со строительного материала из кирпичей. Глину для кирпичей взяли здесь же, местная глина, замесили эту глину и выдержали целый год. Периодически добавляли воду,
разбавляли, перемешивали и таким образом размалывали структуру глины. Через год глина была готова и взялись за изготовление кирпичей. Вот мы видим здание целиком, начиная с фундамента, из одинаковых кирпичей здание построено из одинаковых кирпичей из местной глины. Сам процесс строительства начался в 1822 году и строили 6 лет. Мечеть открылась в 1829 году. Это после строительства уже внутренняя отделка, там, пищи, прокладка, вот все это вот. Алашайка – уникальное село, которое всегда отличалось своей религиозностью. Но здесь были сформированы удивительные институты самоуправления. Делами прихода ведал имам. Отношения с государством регулировал староста. А вот все хозяйственные вопросы села решало общее собрание жителей – жиян. И долгое время главой этого собрания была женщина в XIX веке. Для меня это тоже вот загадка все-таки. Ислам есть ислам. Ну, что я хочу сказать? Кроме шариата есть еще адат, народные традиции. Это везде, где есть ислам, они идут рука об руку. Есть шариат, есть адат. Все-таки народные традиции, они издревле, видимо, такие были. И здесь вот они сохранились. Это ведь не только Шамсия, глава Зияна. Вот я хочу показать документ. Вот у меня. Вот из ведомостей тоже. Вот эти все ведомости, все копии, да, всех наших заводов, фабрик. И вот среди них есть вот это. Сейчас я прочитаю. Ведомость о бумажной фабрике от содержательницы Вятской губернии Уржумского уезда Паранинского волостного правления, жены служилого татарина Мухаммед-Дамина Манасипова Маматова Сагидыбану Галиевой. Вот. Это за 1820 год. А здесь вот в конце этого документа объяснение самой Сагиды. Ладно, она вот была хозяйкой этой фабрики, она управляла этой фабрикой, ведала всеми делами. И тут вот в объяснении написано: фабрика выстроена мною, самою, Сагидою Маматовой, в 1812 году. Это она сама. И это документ, и по рассказам стариков, в районе Починка-Южтопомаш, она ведь не только фабрику еще построила, она знаменитую, большую, полную мельницу там построила. Обратите внимание, как тонко и гуманно была организована миссионерская деятельность купцов и богословов. Отстраивая шикарные даже по современным меркам мечети, эти влиятельные люди умудрялись не вмешиваться и не нарушать внутренний уклад жизни существующих приходов. То есть все огромные траты сил и ресурсов производились исключительно с целью просвещения. Да, безусловно, это были глубоко верующие люди, которые горели желанием утвердить исламскую веру в самых отдаленных, самых глухих, казалось бы, на первый взгляд, населенных пунктах. Наверное, это можно даже назвать своеобразным исламским прозелитизмом, когда ислам уже распространялся и как с помощью просветительства, и с помощью вот таких вот символов, образов больших мечетей, которые уже приглашались авторитетные богословы, получившие прекрасное образование в ведущих исламских центрах. И вы заметите, что первоначальное распространение первых храмов, мусульманских, оно приходилось именно на Казань и за Казань. Это как раз территория, очаг возникновения и развития татарского предпринимательства, татарского, в первую очередь, промышленного класса. Именно потому, что именно в Заказани и в самом городе Казани находились крупнейшие татарские предприятия мыловаренной, кожевенной, мануфактурной, химической промышленности. Кстати, Шигабуддина Марджани в этих краях называли Оло Мулла, что можно перевести как «большой уважаемый мулла».
Марджани действительно часто бывал в этих отдаленных селах и объезжал все приходы с проповедями. Таким образом, даже здесь читается тесное взаимодействие татарского купечества и видных богословов в деле укрепления ислама в России. Я думаю, даже в рамках одной передачи вы могли заметить, что архитектура мечетей во многом схожа и повторяет друг друга, естественно, за исключением некоторых деталей. Ислам, он и есть ислам, в какой бы точке земли мы ни находились, но в зависимости от истории местности, как внешний облик мечетей, так и внутренний уклад жизни махалли принимает свои уникальные черты. А это означает, что впереди нас ждет еще много всего интересного. До новых встреч!